из солнечного Крыма. 17 июля. Ветер, падла. Плюс 39 сегодня было. Максимальная температура сегодня. Плюс 39. Море плюс 25. Едем с Орджоникидзе в Феодосию на Лимонадик. Вечерний легкий заезд за Лимонадиком. Прогуляемся вечером. Не прогуляемся, а прокатимся вечером. Потому что днем пекло нереально. Вот сейчас 36, 7 часов, а было 39, почти 40 в тени, на солнце почти в полтинник, охереть. Ну ветер, да, если ветра не было, вообще было бы жарище. Без ветра. Сейчас нам надо сделать звоночек. Звонок другу надо сделать. Приехал товарищ с Тюмени отдыхать. Сейчас мы ему позвоним, узнаем, что он там, где он. И молчание сказать важно выше облаков. Без крыльев полетать. Кто любит, тот поймет. Ведь у каждого в груди смеется и живет. То, что делает людьми, как бессмертный три пути. Где забыть, а где прощать. Я не знал, что впереди было главное начать. От набросков первых слов, что писал свою тетрадь. Так, ну что, погнали. Погнали в горы. Да, ветер, конечно, вообще, если бы не было ветра, вообще, я не знаю, такая была духотища. Так хоть ветер обдувает. Девчонка не до дорога, жизнь расстелила. Железная дорога странно ходит, горит зеленый самосвод. Машин полно. В Эллингах стоят. Просто тьма. Сейчас, кстати, пик самый. Только сегодня был на пляже. Ходил с сап-доской купаться. Народу просто тьма. Сейчас самый пик до 15 августа. Ну, может, до 20-го. Вот. До 20-го, да.
августа. А если жара такая еще будет держаться, может даже и до 15 сентября. В этом году прям лето вообще жаркое, капец. Клубнички, малинки, клубнички, малинки, апельсинки. Капец ветер. Малинки, едет. Полюган поднял. Можно проехать? На машине стал. Заедем мы. Должны заехать. Маленькие, поедем сюда, левее. Раз люди там идут. Малинки, апельсинки. Фух. А вот пляж, никого нету. Нет, кто-то он есть, да, но мало людей. Все равно капец ветер. Да, ветер, блин. Беспощадный ветер. Жару такую. Не, молодец, да, дуй, дуй. Без ветра вообще ты что, я не представляю.
Давай, пускай едет. Хочешь? Как хочешь. Съеду я. Тогда съеду я. Забыл на таких дорогах. Тропикана женщина. Короче, сегодня на Сабе ходил купаться. В 5 вышел и до 6:30. Накупался, наплавался. Кайф, водичка просто бомба. При такой температуре 38 градусов в тени. В море просто кайф. Нереальный. Просто нереальный кайф. Что-то, блин, Саня не на связи. Я кричу от боли, пробегала женщина, горячая и бешеная, а внутри соленая, словно кровь, перекила любовь. Пробегала женщина, Тропикана женщина. И, короче, накупался, наплавался, с воды выходишь, минут 10, все назад. Жарища такая, что капец. Все в воде, все купаются, все кайфуют. Да ты шо, просто, да. Хотел пойти утром в 7 утра встать и пойти. Ну какой там встать? Лег где-то во сколько? В часа 2 лег, да. Какой там в 7 встать, блин. Ну хоть вечером получилось ходить, скупнуться. Народу видно, что уже стало больше. Ну, конечно, 17 июля уже пик. Пик сезона. Все. Почти до конца августа пик. В Абхазии он во многих гостиницах нет мест, и в июле уже, и в августе все расписано, все по броням. Ну и Краснодарский край тоже, Анапа, Геленджик, Сочи, все расписано, все люди на морях. Все на морях. Да ты шо, да. Надо было цепь смазать. Забыл, блин. То есть не забыла. Ну да, забыл. Пошел на море пока. Потом назад уже пришел. Куда уже? Смазывать цепь, если уже надо выезжать. Раньше надо было смазывать. Так что как-то так вот, да. Пока туда-сюда надо же выезжать. Но в этом году, конечно, жарище просто нереально. В том году вот была середина июля там и начало августа. Неделя где-то была температура 35. Вот. В том году, позатом, а в этом году вообще 39. Уже было вот 37 дня, 3-2. Нет, 3 дня было, да. Потом чуть спало, потом 35 было. А сейчас тут сегодня 39. Пипец просто. Походу завтра тоже
такая спека. Но я по прогнозам смотрел, вроде бы это плюс будет еще где-то дня 3-4 дня, потом спадет до 33, 32, 33, что-то вот такое. Но 32, 33 это вот офигенно. 35 это уже перебор. А выше 35 это вообще запредельный перебор. Свет не справляется, выбивает, горят трансформаторы, фазы горят, там все, короче, плавится нафиг, не выдерживает давления. Все на холодильниках, все включены в гостиницах, в частных секторах, да, ну, квартиры, все это, сколько он туристов. Все на холодильниках, кондиционеры, все включено. Причем кондеры мотают вообще без перерыва. Люди их включают и там... Ух ты. Люди их включают, блин, вообще утром, потому что уже утром 32. Включает утром и их молотит он весь день. А таких сколько, нифига себе. То есть нагрузка колоссальная вообще на энергосистему при такой жаре. Кондеры летят, плавятся там. То этих заправлять надо фреоном. Ну, в общем, проблем полно. Вот такие делишки. Но мы уже вот почти до середины, да, поднялись. О, тенечек. Тенек и ветерок. А, кайф вообще. Ты шо? Кайфушки. Ой, как хорошо. Ты что, можно я никуда не поеду, выпаду вот здесь, только мне надо доставка сюда лимонада. Надо позвонить, чтобы сказать. Сейчас я вам геолокацию мою скину. Мне сюда доставка. Да-да, блин. Ой, хорошо как. Ну тут уже, да, выехал, уже солнце светит. Take my head. У меня барахлит это последняя звезда. Самая большая. Неужели уже стерлась? Кто-то там идет. Кто-то там идет. Там идет какие-то туристы горные. Сейчас мы с ними можем тут не разминуться. Рисуют. Сейчас, спасибо.
Добрый день. Что вы тут рисуете, да? Ясно. Теневая сторона. Хорошо. Фух. Так, ну что, затащим. Добрый день. Рисуют на красоты такие вот. А я тут еду. А люди сидят, расположились уже, рисуют пейзажи, виды. А я тут мешаю, езжу. Прям на терапетом. Опа. Опа, сейчас встанем. Вон они рисуют такие виды бомбезные. Красотища. Молодцы, да. Потом будут картины продавать. Молодцы, ребята. Что тут скажешь еще? Художники вот уже появились. Но это видно, они выбирают какие-то локации. И вот сегодня там в одном месте, завтра в другом. Ну, я думаю, по Крыму, да, ездят там по всяким местам таким видовым, интересным. Вот так вот вечерком под закатик. Ну и уже не так жарко. Сели так вот, расположились. Та песня. И сидишь себе, кайфуешь, рисуешь. Я же говорю, а потом, да, они где-то эти картины по-любому продают где-то на набережных. Еще и небось стоит нормально. Не 1000, не 2. Наверное, по 5, по 10 тысяч, если не больше. Это ж автор, ну, то есть авторская работа, все дела там. Там подпись художника. А если они офигенно рисуют, то я думаю, там, да, цены там могут и по 20, и по 50 тысяч стоить. Есть люди, которые покупают, ценят, потом тут дома у себя в квартирах, в домах вешают. А что? Тут тоже человеческий труд, тоже как бы красота. Да, люди на этом зарабатывают. Фух. Ну, вот мы наверху. Сейчас станем, попьем водички. Что-то у меня походу аккумулятор верхний начал уже болтаться.
надо какой-то скотч двухсторонний или что-нибудь прилепить, чтобы жестче было. Ну, конечно, сколько-то я уже 2 года езжу по всяким горам, щебням. Все это болтается, да. О, мы и наверху. Тенечек, офигенно. Фу, хорошо. Можно еще спуститься вот туда, там с оттуда тоже прикольный вид. То есть не вот эта пира, а вот так ниже. Необычный вид тоже там. Так, ну ладно, сейчас попьем водицы, да поедем. Да поедем в Феодосию. На спуск в частный сектор. Ой. Вода сейчас уходит просто, я не знаю сколько. Литрами, прям в день, наверное, сейчас выпиваешь воды максимально. Зимой, осенью, весной столько воды не пьешь. А летом просто, я не знаю сколько я за день, 3 литра 100%. 100%. Увеличим, посмотрим, что там. Да, там на пляжику зонты всякие. Эллинги вот эти наставили. И там тоже эллинги другие тоже наставили. Так, ну ладно. Время сколько? 19:44 уже, нифига себе. Надо уже спускаться в Феодосию. Фух. Фух. Ну и жара. О, а тут ветерок, класс. Офигенно просто. Ветерочек дует. Или мне кажется, или у меня, по-моему, передние тормоза уже начинают свистеть. А когда начинают свистеть, это означает, что их уже надо смотреть и менять. Фух. Ну, погнали. Жара такая, что не могу никак вырваться в Судак, в Новый Свет. Никак вообще, блин. Все время сейчас езжу здесь, в Феодосию. Ну, в курортно еще. Сейчас выезжаю в основном 6:30, всем вот так, все. О, погорело тут, нифига себе. Да, офигеть. Вот это тут погорело. Деревья целые, кстати, некоторые. Офигеть, погорело сколько. Да не, вон деревья все ж целые, не целые. Ну вот часть, да, дошла, здесь уже не успели. А здесь он сколько, капец. Лесок небольшой, блин, выгорело все. Это ж какие-то твари кинули, подожгли что-то.
так бы сама трава не загорелась бы. Капец, блин. И все. Что теперь на том месте? Тут и так этого леса фигня. Да. Ну тут хоть можно машина заехать. Пожарная машина сюда. Дорога как бы есть. А вот на Карадаге, когда был недавно вот пожар, там дорог нету вообще для заезда в лес. Они там с вертолетом тушили, и плюс МЧСники поднимались так со всякими там приборами этими, всякими тушения воды. Там, конечно, ситуация была такая жесткая. И тоже ж какая-то падла кинула что-то, что оно раз запалилось и пошло-поехало. Что они там? Ну, кстати, заповедник Кардах, он вообще закрыт. Там там везде колючая проволока, запоры такие. Там, ну, где-то, по-любому, где-то нашли место пролезть. Может, даже наши местные лазят. Вот такой сегодня вид здесь у нас. Ой. Тут леса тоже вон сколько. Хоть и есть небольшой лесочек. Самый шикарный вид на Феодосию. О. Так, ладно, сейчас пару фотографий и погоним дальше. Сейчас посмотрим, что там народу. Ну, да там тьма. Ой. Спускаемся в Феодосию. По камням, по камням, по камням. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А я не спешу, я на спусках не люблю прям лететь, потому что по таким дорогам лететь куда? Камни одни. На каком-то камне раз и можно навернуться. Это когда такая лесная дорога, там где камней нету, чистый лес, вот как в Ялте, там можно, да, там есть места, что на спусках можно и 30 лететь, 35, 40. Офигенно там есть, да, такие лесные дороги. Ну а это пожарные дороги, там специально сделали в лесах,
широкие такие пожарные дороги. Ну, потому что там леса нифига себе. Не так, как вот здесь, на том же Карадаге или там где-то еще вот здесь. Там леса вообще тьма. Там леса тьма. Вау! Гарали, йо-йо, чантали. Собака добрая. Да, точно аккумулятор уже начал болтаться, прям так слышно. Ладно, что-нибудь придумаем. Raise your head, close your eyes. You are the man that's laid out in my side. It's in my heat, on your skin. Pick up your clothes, go off the fire. Don't be so shy. Alright, alright. Pick up my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why. Alright, alright. Mitsubishi Lancer. Бегают спортсмены вечерком, пробежечка. Ну да, чего бы и нет. Пробежечка такая вечерняя. Pick up your clothes, go out the fire. Don't be so shy. Alright, alright. Pick up my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why. Alright, alright. Pick up your clothes, go out the fire. Don't be so shy. Alright, alright. Pick up my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why.
собаки. Собаки, барабаки. Ты будешь сегодня ехать, не? Что он назад, что ли, сдает? Или что? А, он стал рассказывать историю. Да ты заморил. То едет медленно, то поворачивает. О, аккумулятор прям вообще ну да, слышно капитально. Грузовик что-то там. О, привезли. Что это они привезли?